Я очень люблю алгебру, так что с нетерпением жду встречи с самым крутым математиком Башкортостана. Так как я учусь в математическом инженерном классе, для меня огромная честь встретиться с таким человеком. Очень интересно, что нынешний 2023 год объявлен годом учителя и педагога. Математика царица всех наук, но я гуманитарий. Давайте посмотрим, кто кого. Я думаю, что дети будут задавать, во-первых, искренние и те вопросы, которые, наверное, их волнуют, они хотят поближе познакомиться с учителем, поэтому я думаю, что все вопросы будут добрые, от всего сердца. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем Равилович. Меня зовут Мадина. Я хочу сразу же вас ознакомить с правилами нашей программы. Все предельно просто. Мы задаем два вопроса, а вы отвечаете. Параллельно мы будем вас рисовать. В конце вы сможете забрать один из портретов. Спасибо большое. Как ваше настроение? Замечательно. Хорошо. Меня зовут Тагир. У вас есть хобби? На самом деле, мои увлечения, они зависят, наверное, от моего настроения, поэтому как такового конкретного увлечения на данный момент нет. То есть все, что вдохновляет меня, поднимает настроение, тем я и занимаюсь. В основном это пение, это монтаж семейных фильмов и так далее. У меня такой вопрос. А вы с детства мечтали стать учителем? Знаешь, Тагир, на самом деле мечтал я стать актером. И когда я заканчивал 11 класс, то моя цель была это уехать в Москву и поступить в театральный институт. Но вот так волею судьбы, по наставлению, по рекомендациям, я пошел учиться в Башкирский государственный университет на математический факультет. И вот уже 12-й год я работаю учителем. Я понимаю, что я на своем месте. И на самом деле профессия учителя и профессия актера отчасти схожи. В школе тоже есть своя аудитория, свои благодарные зрители. Учитель также работает мимикой, жестами, словом, которое мы должны донести до ребенка, так чтобы он понял, воспринял наши слова. Но в отличие от профессии, наверное, актера, если на сцене он может ошибиться и в следующем спектакле исправиться, то у учителя такой возможности нет. И ошибиться он не может ни в плане обучения, ни в плане воспитания. А чем вы занимаетесь, пока дети решают контрольную? Моя роль, наверное, наблюдателя, чтобы оценивать ситуацию, справляются ли дети, ну и помощь, если это потребуется, потому что могут возникнуть вопросы по содержанию заданий, и нужно детей обязательно направить в правильное русло. Меня зовут Салима. Можно ли математику назвать искусством? Так как математика, она, во-первых, окружает нас повсюду. С помощью математики можно описать природные явления, различные ситуации жизненные, составить математические модели. И, как говорила Софья Ковалевская, математик – это тоже поэт. Для меня, в частности, это не только наука, но это и постижение вот этой красоты математики. Меня зовут Данил. Как вы развиваете себя духовно? Читайте книги. Спасибо за вопрос. Действительно, для учителя и для человека прежде всего важно развитие в разных направлениях. Если позволяет время, с семьей или с классом, в каникулярное время, это посещение театров, выставок, различных музыкальных фестивалей. Я очень люблю классическую литературу. Мой любимый писатель – это Булгаков, его роман «Мастер и Маргарита». Перечитывать этот роман можно сколько угодно раз, и с каждым прочтением открываются все новые и новые мысли, какие-то новые открытия, которые пытался донести автор до нас. Это очень важно – развиваться в различных направлениях. Спасибо за ответ. Меня зовут Айнас. Чему вы научились у своих учеников? Спасибо, Айнас, за вопрос. Я считаю, что я лично научился и учусь до сих пор у детей. Это радоваться мелочам,
это строить грандиозные планы и всеми силами идти к своей намеченной цели. Это очень важно. Поэтому своим детям, своим ученикам и своим собственным детям за это я благодарен. Это умение позитивно относиться к происходящим вещам. Какой праздник вы больше всего любите? Если мы говорим о семейных праздниках, это, безусловно, дни рождения. Дни рождения, собственный день рождения, дни рождения членов семьи, моих детей. Скажем так, начинается твой личный Новый год, и ты строишь новые планы, ты оглядываешься назад и рефлексируешь, что у тебя за этот год произошло, что получилось, где необходимо, наверное, какие-то вещи исправить. И строишь планы на будущий, новый свой личный год. Это дни рождения. Можете описать себя словами ваших учеников? Но если вспоминать те пожелания, мысли, которые высказывали мне дети, это требовательный, в то же время добрый, веселый. Причем на уроках в том числе, потому что учитель, ведя урок, он должен зажечь детей по познанию, к обучению. И делать это нужно с позитивом, поэтому на уроках в том числе я стараюсь вести себя открыто. Есть на уроках доля, скажем так, уместных шуток для того, чтобы разрядить обстановку, и дети себя чувствовали комфортно. Вы победитель конкурса «Лучший учитель Башкортостана». Вы ожидали, что станете лучшим учителем года? Спасибо за вопрос. Вот как я уже сказал, к этому, скажем так, я шел долго. Впервые я принял участие в конкурсе в 2018 году. Я стал лауреатом конкурса «Учитель года Башкортостана». То есть я вошел в пятерку. И вот эти 5 лет, с 2018 по 2023, это было время усиленной подготовки, моральной подготовки, методической подготовки. Поэтому эта победа для меня была важна и ожидаема, потому что эти 5 лет я посвятил себя именно подготовке к конкурсу. И второй раз принял участие. Вам где-нибудь пригодилась математика помимо школы? Да, безусловно. Как я уже сказал, математика нас окружает всюду. Самые, наверное, элементарные вещи – это счет в процессе различных покупок, приобретений. Это определение количества материала, допустим, при ремонте. Понимание, наверное, да, когда идешь по улице, с точки зрения математики, как устроен тот или иной процесс, допустим. Ты понимаешь, когда ты видишь, что прекрасная зеленая трава, которая растет, а вдоль по диагонали вытоптана дорожка людьми. Ты понимаешь, как математик, для чего это было сделано, потому что по гипотенузе путь короче. Ну и вот из таких вещей складывается как раз-таки понимание, что математика важна в нашей жизни. Добрый день, меня зовут Камила. Что для вас самое трудное в профессии учителя? Какие могли возникнуть сложности? Самое трудное, наверное, в работе учителя, в профессии учителя, это найти ключ к сердцу, к душе ребенка, к самому сокровенному. И заслужить его доверие. Потому что если ребенок тебе не доверяет, то, наверное, сложно будет выстроить позитивную коммуникацию и донести до ребенка то, что ты хочешь донести. Поэтому, когда я впервые знакомлюсь с детьми в начале учебного года, если этот класс для меня новый, то всегда я начинаю этот первый урок со слов: что бы ни случилось, мы должны быть честными друг перед другом. И я благодарен детям за этот отклик, потому что действительно каждый день дети честно отвечают, честно высказываются. И это важно для того, чтобы моментов непонимания было как можно меньше. Я благодарен детям за то, что действительно они прислушиваются к моим словам. И у нас на уроках и во внеурочное время царит доверие. Вы помните, о чем мечтали год назад? На самом деле помню. Этот год был для меня действительно
важным и ответственным, потому что ровно год назад я вступил, скажем так, в конкурсную историю. Моя конкурсная история началась «Учитель года», и начинался районный этап как раз-таки в конце октября, в начале ноября. Пусть это будет «Загадал мечту» или «Поставил цель», чтобы быть частью большой, дружной, профессиональной семьи учителей года. Закончился конкурс «Учитель года России», и я уверен, что я достиг своей цели, и моя мечта осуществилась. В разных уголках России у меня есть друзья, товарищи, с которыми мы познакомились на этом конкурсе. Вы можете доказать, что мечты сбиваются? Безусловно. У меня сбылась еще одна мечта. В этом году, в январе месяце, я сыграл на сцене театра для детей. «Злого пирата», как это не парадоксально. Проект «Год педагога-наставника» был запущен. «Классный журнал» называется. И я благодарен этому проекту за то, что у меня появилась такая возможность. Мои увлечения, они зависят, наверное, от моего настроения, поэтому все, что вдохновляет меня, поднимает настроение, это пение, это монтаж семейных фильмов. Как такового конкретного увлечения на данный момент нет. Вам, как классному руководителю, какие ученики запоминаются больше? Если честно ответить на этот вопрос, больше всего запоминаются ученики, которые нарушают дисциплину. Да. Но при этом эти дети, на самом деле, открытые и в любой момент готовы помочь. Вот такие вот они. Любят пошалить, любят похулиганить. А любимчики у вас есть? Тоже честно отвечу, я никогда вот за 11 лет старался не выделять, потому что, ну, опять-таки, это чревато, когда ты выделяешь какого-то ученика среди остальных, причем чревато и для ученика в том числе. Поэтому для меня все дети одинаково ценные, любимые. Доводили ли вас ученики до слез? Доводили, но это были слезы радости. Я помню, как сейчас, мой первый выпуск в плане не как классный руководитель я выпускал этих детей, а как учитель-предметник. Мне их дали в 9 классе, этих ребят. И вот 3 года я их обучал. И это был мой первый выпуск. И когда они выпускались, когда у нас был последний урок, май месяц, и на следующий день у них был последний звонок, мы друг другу говорили самые теплые слова, признания, пожеланий. И вот в тот момент я не смог себя сдержать, когда звучал для них последний звонок. И были слезы. Слезы счастья, слезы радости за этих детей. Мне было безумно жалко их отпускать, но по сей день они приходят в гости, звонят, пишут. Чем для вас пахнет детство? Очень интересный вопрос, который уводит тебя в то самое детство. Школьная запеканка. Я безумно любил в школьной столовой именно запеканку творожную и бабушкины пирожки, потому что по выходным, на любой праздник семейный, а когда я был маленький, ни один праздник не обходился без пирожков, без пирогов, которые пекла бабушка. Поэтому это бабушкины пироги и пирожки и школьная творожная запеканка. А по какому правилу математики вы живете? Спасибо. Подходить рационально ко многим вещам. В математике обязательно нужно, приступая к решению задания, нужно искать то вот красивое зерно, то красивое решение, которое поможет тебе не только быстро, но и правильно решить задачу. Рационально, с умом подходить к любому делу. Какого цвета был ваш прошлый год? Это был фейерверк, наверное. Разные цвета, и яркие, и теплые, и холодные цвета, потому что были моменты, когда я думал, что
я не справлюсь. Были моменты торжества, это яркие цвета. Принимал поздравления, когда я понимал, что я могу, что у меня получается, когда я слышал слова благодарности, когда я слышал слова, которые меня двигали дальше. Поэтому это был целый фейерверк цветов. Как вы считаете, вы ежегодно становитесь новым человеком? Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Я считаю, что да. Я придерживаюсь принципа, что не нужно себя или ребенка, неважно, сравнивать с кем-то другим. Нужно прежде всего сравнивать себя с тем, кто ты был месяц назад, год назад и так далее. Поэтому я считаю, что каждый Новый год я другой, потому что где-то меняется мое мировоззрение, где-то меняются мои мысли и отношения ко многим вещам. Я становлюсь, не буду скромен, наверное, да, умнее, потому что каждый год я приобретаю новые знания, и это очень важно, когда человек не стоит на месте. Поэтому действительно, каждый Новый год – это новый Артем Равильевич. Вы говорили, что вы классный руководитель. Как вы считаете, какого учителя больше уважают ученики, доброго или строгого? Спасибо за вопрос. Я думаю, что здесь нужно держать баланс обязательно, потому что только кнутом воспитать, обучить ребенка невозможно. Если давать только пряник, то это тоже ни к чему хорошему не приведет. Нужен тот самый баланс, симбиоз между строгостью, требовательностью и при этом, где нужно обязательно похвалить, это очень важно для ребенка, для его мотивации. Поэтому держаться только одной какой-то грани, я считаю, что это неправильно, и цели как учитель мы не достигнем. Кто был вашим героем детства? Наверное, опять скажу, это моя бабушка. Это уникальный, удивительный человек был. Она, несмотря ни на что, болезнь, преклонный возраст, она всегда была активной очень и никогда не сдавалась. Для нее не было никаких трудностей. Она смотрела на эти трудности, может быть, иногда свысока, иногда даже их не замечала, что они есть. Поэтому эти ее качества, наверное, меня трогали до глубины души. Какой вам предмет легче вести? Алгебру или геометрию? Отвечу немножко по-другому на вопрос. Какой предмет, наверное, мне больше нравится? Мне больше нравится геометрия, потому что это тот благодатный, скажем так, почва на уроках геометрии, когда мы можем подискутировать, когда мы можем высказывать свою точку зрения о том, как можно подойти к доказательству, и верно оно или нет. Это предмет, который учит аргументировать свою позицию, свою точку зрения. На алгебре, конечно, безусловно, все это есть, но вот на уроках геометрии это вот, как я уже сказал, действительно тот предмет, который позволяет детям высказываться, доказывать, аргументировать, анализировать, подводить итоги. Поэтому больше всего люблю геометрию, а знаю, естественно, оба предмета. Хорошо, спасибо. У вас есть любимая вещь? Любимая вещь? Наверное, нет. В детстве, естественно, как у любого ребенка, это была любимая игрушка. Вот. Ну, а вот сейчас, если позволите сказать, после завершения конкурса «Учитель года России», сейчас для меня ценен, вот у меня на пиджаке есть значок, это пеликан. Нам его вручили на конкурсе «Учитель года России», и вот на данный момент эта вот вещь для меня особо ценна, наверное, потому что, как я уже сказал, у меня была мечта стать частью той самой пеликаньей стаи учителей России. А расскажите о своей любимой игрушке. Да, в детстве была у меня любимая игрушка. Это утенок. Небольшой, но он был белого цвета. Мне его подарили в 1 классе. Наверное, 1 класс для ребенка тоже
такой запоминающийся момент. Первая учительница в первую школу, ребенок идет. И вот в 1 классе мне эту игрушку подарили. И, наверное, до класса 5 я, насколько это позволяло, да, возможность была, я постоянно был с этой игрушкой. К сожалению, был переезд, и вот в ворохе этих событий, в процессе этого переезда, эта игрушка куда-то затерялась. Вы суеверный? На самом деле, да. На самом деле. Но не все, наверное, моменты я принимаю. Допустим, если перебежала черная кошка, я не останавливаю ее и не перехожу на другую сторону. Но есть моменты, наверное, я их называю знаки какие-то, да, к которым я прислушиваюсь, следую. Есть такие моменты, но не ко всем. Вы смотрите фильмы или сериалы? Или читаете книги? Какие жанры вам больше нравятся? Я смотрю сериалы и фильмы, но каких-то определенных предпочтений в плане фильмов или сериалов, наверное, нет. Жанр скажу. Это комедия и ужасы. Какой совет вы могли бы дать будущему поколению? Хотела бы сказать, наверное, одну вещь. Идите к своей цели, несмотря ни на что. Я помню, как сейчас, мой первый выпуск, май месяц, и на следующий день у них был последний звонок. Мы друг другу говорили самые теплые слова, признания, пожеланий. И вот в тот момент я не смог себя сдержать, но это были слезы радости. Как думаете, любовь — это теорема или аксиома? Спасибо. Я, наверное, все-таки убежден, что это теорема, потому что аксиома — это утверждение, которое не требует доказательств, хотя любовь такая вещь, ее описать очень сложно, и у всех она по-разному выражается. Но вот по поводу «по-разному выражается» все-таки мне, наверное, ближе мысль о том, что это теорема. Доказательство. Но доказательство, знаете, не в таком вот, скажем так, явном виде, что вот я пытаюсь тебе доказать, что я тебя люблю. Это те вещи, которые, возможно, где-то проходят незаметно, благодаря которым ты показываешь, что тебе человек дорог, важен. Это может быть простое слово «тебе не холодно» или «надень шапку», или «доброе утро», «как проходит твой день» или «хорошего тебе дня». Вот из таких мелочей и складывается, скажем так, складываются чувства, складываются и уважение в том числе, потому что любовь не может быть без уважения. Поэтому по большей части для меня это все-таки теорема на всю жизнь. У вас бывают с супругой споры? Как вы миритесь? Да, безусловно. Бывают вещи, мысли, наверное, да, где мы не схожи во мнениях. Бывают. И, безусловно, важно найти точки соприкосновения. Тут важен предельно честный разговор. Для того, чтобы ты в себе ничего не оставил, чтобы это в тебе не копилось, не терзало тебя. И важно высказывать свои мысли, свои идеи. И тот самый разговор по душам, который расставит все точки над «и», чтобы тот же самый спор или недопонимание уже обрубилось на корню. Поэтому самое важное — это разговаривать, уметь разговаривать. Как ласково называете свою жену и как она вас? У нас, скажем так, одно и то же слово, одинаковое слово, которое мы друг другу называем. Это пошло еще со времен, когда мы учились в университете. Маюша. Ласково Маюша. Она меня, и я ее. Говорите на иностранных языках? Свободного владения иностранного языка, к сожалению, у меня нет. В школе я изучал английский язык. Когда я поступил в университет, не знаю, почему я принял это решение,
и что меня двигало в этот момент. Но когда было распределение на первом курсе в сентябре месяце по группам изучения иностранного языка, я пошел в группу французского языка, хотя не изучал его вообще. Ну, у нас была группа базовая, те, кто только начинал изучать язык. Но иностранный язык мы изучали в университете 3 года только, поэтому французским языком я владею на уровне чтения, и если это не сложный текст, то перевод со словарем. А вот совершенства, к сожалению, нет. Моя мечта, пусть это будет новая мечта и новая цель на будущий, мой личный год, я хочу изучить итальянский язык. Мне очень нравится, красивый, эмоциональный такой язык, наверное, как я сам, в плане эмоциональности. У вас бывают необычные обычаи в семье? Необычные обычаи. Я не знаю, насколько это, может быть, для зрителей, для вас необычно, но у нас есть такая традиция. Каждый вечер, когда мы ужинаем или пьем чай, каждый из нас говорит 5 фактов, произошедших за день. Мы такие его называем, 5 фактов. Что запомнилось, что понравилось, что не понравилось. Можно мне дополнить вопрос? А что вы сегодня скажете семье о нашей передаче? Супруга знает, куда я поехал. Я ей вкратце рассказал, что меня ожидает. Она удивилась. Удивилась в хорошем смысле, что это интересно. Что я скажу, когда закончится наша передача, и я приеду домой, я поделюсь своими эмоциями и подтвержу слова своей супруги, что это действительно интересно вот так вот с детьми поговорить по душам, рассказать о своей жизни, о своей профессии, о своей работе. Скажу, что это было интересно, необычно. У вас в школе был нелюбимый предмет? Когда я учился в школе, действительно был предмет, который оставил во мне не очень хорошие, наверное, воспоминания. Это уроки физкультуры. Объясню почему. Я был самым маленьким в классе, вот, резко потом вырос, но вот стоял самый последний, когда нас строили на уроках физкультуры. И из-за того, что я был самым маленьким в классе, не очень мне удавались, наверное, активные игры. То есть это волейбол, это баскетбол. Я не мог ни разу попасть в сетку. Оценку ставили, соответственно, ну, мы понимаем, какую оценочку я получал. Что бы вы выбрали? Физическое или духовное развитие? Тут опять-таки я не смогу, наверное, выбрать что-то одно, хотя ваш вопрос предполагает выбрать что-то одно, но без этих двух компонентов, наверное, развитие человека в полной мере невозможно. Как без физического развития, как мы знаем, в здоровом теле здоровый дух. И, судя по этому высказыванию, мы понимаем, что здоровый дух невозможно без здорового тела. Опять вопросы про школу. Как вы успокаиваете класс, если он себя плохо ведет? Когда я пришел впервые в школу, был достаточно молодой, 22 года мне было, дисциплина немного хромала, но, опять-таки, личным примером и донесением до детей, что мы должны друг друга уважать, дисциплина наладилась. Сейчас, ну и уже несколько лет, я принял, наверное, для себя тот факт и решил для себя, что повышением голоса дисциплину удержать можно, но на несколько, наверное, минут, а может быть на урок весь, но если это применять систематически, то дети привыкнут к этому и уже реагировать не будут. А так, для того, чтобы попросить детей, да, перестать там шептаться, разговаривать, если все-таки они пытаются, да, как-то расслабиться, мне достаточно взгляда. Да, я просто смотрю в глаза ребенка или на детей, и они все понимают. Поскольку вы учитель, вы понимаете молодежные слова?
не все. Я слышу, допустим, на переменах какой-то новый молодежный сленг. К сожалению, не все. Но при этом я глубоко убежден, что учитель должен быть на одной волне с детьми, но в хорошем смысле. То есть не делать так, чтобы искусственно понравиться детям, потому что это видно. Но при этом он должен так или иначе, если не разбираться, то понимать, что сейчас происходит в плане музыки, кино, искусства, какие у них сейчас увлечения, что сейчас в моде в плане одежды. Это важно. Но, к сожалению, не все слова знаю. Учитель — это признание или профессия? Айна, спасибо за вопрос. Я считаю, что это призвание. Потому что учителям нужно родиться. И уже обучаясь в университете, человек понимает, его это или не его. Это должны быть определенные внутренние качества, внутренний стержень, моральные какие-то определенные принципы для того, чтобы уметь работать с детьми. Вы любите фотографироваться? Сделаем селфи? Я очень люблю фотографироваться и с удовольствием вместе с вами сделаем совместное фото. Буду очень рад. Может быть, вместе рядышком встанем? Давайте вместе. Рядышком, рядышком. Вроде всех. Так. Давайте сейчас настроим сюда. Встань. Сюда встань. Ага. Всех видно. Все? Любовь такая вещь, ее описать очень сложно, и у всех она по-разному выражается. Простое слово «тебе не холодно» или «надень шапку», или «доброе утро», «как проходит твой день» или «хорошего тебе дня». Поэтому по большей части для меня это все-таки теорема на всю жизнь. Артем Равильевич, какого цвета счастье? Очень интересный вопрос, на самом деле. Никогда не задумывался над ним. Если попробовать поразмышлять, то я бы сказал, наверное, белый цвет. Как холст, чистый холст, который в процессе своей жизни ты на нем рисуешь. Там появляются разные оттенки, от ярких до темных, потому что в жизни всякое случается. Пусть будет белый. Но на самом деле я не задумывался над этим вопросом. Я обещаю поразмышлять над этим достаточно философским, наверное. Большое спасибо, Артем Равилович. Теперь мы приглашаем вас посмотреть на портреты и выбрать один из них. Я с удовольствием посмотрю, но на самом деле, я не знаю, выбрать будет очень сложно. Здорово. И даже координатная плоскость есть. На самом деле у меня не очень хорошие знания по математике, да и рисовать я не особо умею. Но после беседы мне достаточно интересно стало изучать математику. Наверное, я после этого пойду делать домашку по алгебре и геометрии. Мне очень понравилась беседа с Артемом Равиловичем. Он очень интересный человек. И, если честно, я бы хотела себе такого учителя математики. Потому что он очень открытый и душевный человек. Я пытался нарисовать его одновременно твердо и мягко. Это выражено в тенях. Очень ярко и здорово. Прекрасно. Я пыталась его нарисовать в своем стиле. Мы забыли его поздравить с победой на конкурсе «Учителя года», где он представлял Башкортостан в Москве. Так что мы его поздравляем. Сегодняшний гость мне показался очень интересным. Я бы хотела такого учителя. Портрет я рисовал гуашью, более жидковато, используя много воды. Какая красота. У тебя карандашный стиль, да? Карандаши.
Сегодняшний вечер был одним из самых запоминающихся. Было очень интересно побеседовать с таким человеком, как Артем Равилович. Чувствуется, что как педагог он действительно заслужил победы в конкурсе «Учитель года». И на самом деле я бы тоже хотела иметь такого учителя в своей школе. Красиво очень. А что делать, если я не могу выбрать? Мне обязательно нужно выбрать, да, одну картину? Салима, если позволишь, я... Да, конечно. Да, возьму этот портрет. Мне очень понравилось его рисовать. Мне понравилась его борода, очень красивая. И я первый раз рисую именно человека с бородой. Мне было очень интересно рисовать. И он выбрал мой портрет, и я очень рада. Ну, на самом деле, все, ребят, вы большие молодцы. Я вам желаю успехов в вашем нелегком, но очень важном труде, как искусство. И я желаю, чтобы все ваши мечты, все ваши желания и ваши цели были достигнуты. И ежедневно ваши навыки только приумножались. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз всем спасибо вам. Мне было приятно с вами побеседовать. И я вам желаю достижения всех ваших целей, желаний. Вы все большие молодцы. Всего вам доброго. До свидания. Было сложно сосредоточиться на чем-то одном, потому что, с одной стороны, хотелось послушать этого человека, а с другой стороны, нужно было успеть закончить портрет. К сожалению, я не все успела сделать, но своим результатом я все равно довольна. Было интересно. Вначале было волнительно, конечно, но страх потом ушел. Было действительно интересно поговорить вот так по душам с детьми. Самые приятные эмоции остаются после этих съемок.